Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Тайра Азизовна, с вашего разрешения я буду спрашивать все по чуть-чуть, немного, может быть, даже хаотично, но чтобы в целом выстроилась картина. Расскажите, пожалуйста, вот ваше детство, все шло гладко или были какие-то сложности? Вам 88 лет. То есть ваши, получается, старшие уже застали различные периоды, сложные периоды, не только для абхазского народа, но для многих народов советского периода. Вот как это отражалось на вашей личной жизни? Я как единственная девочка пока была, ну как сказать, очень баловали меня. Время было, единственная девочка была в доме. Я росла, как все дети. Как объяснить вам, детство было нормальное. Меня воспитала тетя и бабушка. Мать моя после моего рождения на 6-й день умерла. Но мне не дали знать, что у меня матери нету. Ну так меня воспитали. Я росла, мне было 6 лет, когда я пошла в школу. И у нас была начальная школа в Джандарах. У нас поселок Дзибзыр назывался. Там начальная школа была, я закончила начальную школу на 5. Потом перешла в центр села, село Чандара, Чандарская средняя школа. И там я училась и закончила школу. Тогда эта школа называлась Игнатий Нинашвили имени. Игнатий Нинашвили Сахилобиса, Чандариса школа, вот так мы называли. Обучение было на грузинском языке. 11 лет мы обучались на грузинском языке. Я уже владела в совершенстве. Грузинский язык не тяжелый. Вот вначале было, конечно, трудно. Мы первый класс нас приняли как абхазский сектор, но грузинизация пошла. Это в каких годах примерно? Это было 43-44 учебный год. Я поступила, когда мне еще 7 не было. Тогда в 7 лет принимали детей. Ну. И я 11 лет я училась. Тогда обучение было 11-летнее. Тайра Азизовна, да. А дальше, когда вы дальше продолжили учебу, у вас кто-то был в семье из старших репрессированный? В доме не было, но мне было год, когда посадили моего дедушкина брата. Ему под 70 он был. Я еле-еле ходила, оказывается, начала его ногу вот так вот держать. Ему не дам. Когда его забирали? Это рассказывали мне, что вот так был дедушкин брат. Это когда его забирали? Когда забирали. А потом его, как называется, исправили, но это уже было поздно. Его и ни тела, ничего мы не видели. И так он потерялся. Исправили, вы имеете в виду, когда они доказали, что он незаслуженно репрессирован? Ну да, репрессирован. А вы как-то упоминали, что это как-то сказалось на вас, то есть вы где-то не могли продолжить долгое время обучение? Да, я училась, ну тогда принимали в комсомол с 7 класса. И меня туда записали. Завуч заходит и спрашивает на грузинском, был ли у вас, значит, посадили ли с вашей семьи кого? Да, я говорю, дедушкин брат. Уберите ему. Из списка уберите. Меня не приняли тогда в комсомол. Только в 9 классе меня приняли потом. Но вы были тогда маленькая. Вот вы помните, что вы тогда, может, что испытывали? Может, стресс какой-то? Я, наверное, особо, чтобы, не знаю, чтобы я переживала, что не приняли. Но когда мои родители узнали, им очень это не понравилось, конечно. Отец очень переживал. Ну, что делать? Могли бы вы рассказать о самых счастливых моментах? Школьные годы были так. Но мы учились на грузинском языке, но нам было тяжело учиться. С нами учились даже на 5 лет старше нас были ребята. А почему? Даже после службы тоже с нами учились в 11 классе. Мои одноклассники. Там Дженни Чинчур был артистом, он
Он со мной рядом сидел за партой. А почему так было? Почему такая разница была? Потому что когда обучение на грузинском пошло, уже они не могли учиться и оставили школу. Потом армейская жизнь у них была. После армии пришли, вернулись. Другого выхода не было, надо было аттестацию иметь. Как-нибудь они тоже закончили с нами. Дарья Азизовна, вот давайте перейдем тогда к следующему этапу. Вы поступили в университет? В институт мы поступили, в институт. да. Это был первый курс, первый раз, когда нас абхазский сектор открыли у нас в Абхазии. Но вы уже знали абхазский, вы с детства на нем разговаривали, Ну правильно? и только вопроса не было. Вы даже в начале интервью спрашивали на абхазском, я буду или на русском, потому что абхазский родной, вы говорите на нем в совершенстве. Да, но это абхазский. Сейчас проблема с абхазским только, тогда проблем не было с абхазским. То есть, несмотря на то, что мы знаем все прекрасно, что была грузинизация, и как-то вытеснялся, старались вытеснить абхазство, все, что с этим связано, абхазский язык, все равно люди на абхазском это мы только дома говорили на абхазском, только, а в школе только на грузинском говорили. Иногда бывало, что мы без них оставались, мы на родном языке говорили. Мы пели на родном языке, мы танцевали на родном языке. Эти номера всегда были. Но получается, Тайра Азизовна, все равно при этих сложностях, все равно люди больше говорили на абхазском, чем сейчас. Да. Говорить это наш родной язык, потому говорили. А если бы не наш родной язык, так не изучили бы мы абхазский. Вы на кого поступали в институт? Назывался тогда филологический. Это первое открытие было, первый выпуск был наш. Сильно был курс? Нас было 50 человек в вступительном экзамене, но нас приняли 45. Как-нибудь приняли. Это наши главари тогда как боролись за то, чтобы мы могли поступить в университет, в институт. Что вы имеете в виду? Кто именно? Имею в виду то, что у нас еще не было почти все обучение на грузинском, было только в Сухуми услышишь грузинский язык, и все, больше ничего не было. Представители абхазской национальности пытались открыть абхазский сектор. Министерство, наши главари, тогда все грузины были, но наши тоже бедные. Работали, министры были, там несколько человек. Они очень старались за нас. Так мы 5 лет обучения пошло. 4 года было институт обучения. Но как мы поступили, 5 лет не сделали. Ну вы уже знали тогда, что будете преподавателем? Ну, вы уже тогда какую профессию для себя выбрали? Абхазский язык, литература, русский язык, литература. Эти обе надо было учить. Нам так было тяжело, конечно. Грузинский уже и так отпал, но на русском учиться тоже трудно было. У нас предмет, как русский язык и литература, в неделю 2-3 раза только бывало. На грузинском все учили. Сколько выпускников было? Сколько смогли окончить из 45? Нет, из 45 2 уехали, не батумские были, девочки уехали, остальные закончили. Да, учились, мы старались, мы ночами не спали. И наши лектора такие были, как они нам помогали, как за нас они болели. Сейчас не знаю как, но и мы не спали. Почему у вас была такая высокая цель? Почему вы для себя решили, что любой ценой должны максимально лучше отучиться? Если я диплом не получила бы, я, наверное, умерла. Я не вернулась в Чандару. Это же позор был. И какое уважение было к нам. Все сельские над нами смеялись. Мы же каждую субботу, воскресенье приезжали домой, брали еду. Ну, а Макан говорит, это с ума, что приехали? Мешки ваши, говорит, порожнились уже, нечего кушать. Зато приехали, смеялись над нами, гордились нами. Вообще нас очень уважали. Какие люди тогда были вообще кругом? Люди были тогда очень дружные, очень дружные. Всех национальностей или определенных? Национальности, что было? У нас, например, в деревне были одни абхазы, а
В Сухуми наши ребята вот с нами учились, знаете, какие, которые работали в сельсоветах. Председателем колхоза Логова Иван был, Нели Адзинба, тоже ученая была, она после нас еще аспирантуру закончила. После войны раненый у нас богач учился с нами. Мы их стеснялись. Мы были пацанами, а эти люди уже были совсем семейные были, с нами учились. Беня Александра Несторовна с нами училась. У нее 2 детей в школе учились, она сама там училась. Но чувствовали, вот как вы помните, тот период поколения, что на них лежит какая-то определенная ответственность за народ, что они будут передовыми? Конечно, конечно. Очень даже мы боялись и стеснялись. Какое время было у нас, я не могу передать. Да. И это вся наша будущее была. Все они такие были ребята с нами, которые учились. Мы думали, что мы братья и сестра, и все. Вот сейчас Руслан Кабба мне звонит, Тера говорит, как ты там? А я говорю, Руслан, ты живой? Как братья, как родные. Мы не знали, там другие вопросы не решались у нас никогда. Учеба. Да. Но нам было трудно, потому что русский язык для нас, это ж... Мы просто проходили, мы не думали, что я попадаю где там филологически, тут я знала. Как-нибудь учились и все. Все на грузинском. Вы окончили институт, и когда вы приступили к работе, когда вышли замуж? После окончания, после 4-го курса я вышла замуж. Но куда я попала, ко мне относились очень хорошо. Очень. Это хорошие люди были? Да, хорошая семья была. Я не разочаровалась, что я вышла, что не успею учебу и так далее. Этого не было. То есть они вас поддерживали? Поддерживали очень. Я закончила, а потом распределение пошло. Теперь распределение в Ачандарах переполнены учителями. Теперь как быть, что делать? Уже же на абхазском же обучение, на русском в основном. Потом распределение уже предстоит. Я смеюсь над одной девочкой, которая в Сухуми распределили в Ацах. Ацинская школа есть у нас недалеко от поворота Чандарского. А тебя в Аци направили тебя, я смеюсь. Мы вернулись сюда, опять изменения пошли тут внутри у нас, тоже в РАНО и так далее. Меня отправили в Ацах. Над моей подружкой я смеялась, ты попадешь в Ацах, бедная, как ты пропала. А я попала туда, она в Лыхме. Что хочу сказать, распределение тоже было нормально. Так уважали в деревне учителей. Тогда я не знаю, что за уважение у нас было. К нам они имели уважение такое. И дети нас понимали. Почти я, как пришла в школу, мои ровесники там учились. Я и в вечерней школе тоже работала в Ачандарах. В Ачандарах. Там учились специалисты колхоза. С кем я вообще, при ком я вообще не разговаривала. Мне нельзя было разговаривать. Я невесткой была, а он... Я в письменном виде все с него брала. Это была комедия, комедия была, да. Вот такие люди тогда тоже без аттестатов очень многие были в деревнях. Почему, не знаю, они оставили школу, это после грузинизации. И это пошло и поехало. Потом вот так вообще приходили домой, а дедушка наш смеялся, говорит, кого ты учишь, мол, ребенок, а эти люди, они с уважением относились к нам. Дальше пошло, вопрос встал сюда, переехать. Дедушка говорит, мой старший сын должен поехать жить в деревню, в город. Мы перешли сюда. Я сперва в детский сад начала работать, потом это место освободилось в школе, в начальных классах, и меня там дали. В первой школе я работала 18 лет.
И в другой школе 15 лет. Всего 33 года я работала в начальных классах. А вот это время, этот период вы можете характеризовать как счастливый период? Я совмещала. Мне трудно было после рождения второго ребенка, как он заболел. Мне тяжело было, но помогали дома, очень помогали. И тетя моя, которая меня воспитала, тоже помогала, приезжала сюда, смотрела на его больного ребенка. Это надо или не надо, может, нет. Давайте тогда так спрошу. У вас двое сыновей было, правильно? Да. Потом вы совмещали и воспитание в семье, и различные сложности, и работу. Сколько вам было лет, когда началась война? 57. Я 36-го года. 36-го, да. А вашему сыну? 32 года и 3 месяца, по-моему, было ему. 24 года он родился у меня, когда мне было. Давайте к войне чуть-чуть позже перейдем. Я хотела кое-что другое уточнить. Как вы воспитывали сына? То есть, вот расскажите, вот вы попали в традиционную абхазскую семью. Я пошла в школу, в ту школу, где я работала, он поступил туда. И учился он неплохо, поведение было хорошее, как все дети. Он не цеплялся, даже близко не подходил, насколько он стеснялся при людей около меня быть. Это тоже дома уже научился было около нас. Раньше детей так не баюкали, баюкали, не знаю, как называть, не держали при старших. Он привыкший был без меня. Что хочу сказать, он меня не опозорил, за него я не покраснела никогда. Учился хорошо. Можно уточняющую ремарку я сделаю для зрителей? У нас у абхазцев было принято, особенно раньше, сейчас тоже где-то частично сохраняется традиция, что мы не возимся на глазах у старших с детьми, не держим, не нянчимся с ними на руках. Вот вы это имели в виду, да. То есть вы его воспитывали в традициях абхазских? Да, я хочу немножко, это вообще смешно. Вот иногда бывало, что первая школа далеко от нас. Бывало, что автобуса не было, да, мы с ним идем пешком. А он каждый дом спрашивает за каждым домом, кто здесь живет, кто здесь живет, кто здесь живет. Но иногда говорю, что не знаю. Вашего учит Лома. Зря ты учительница, говорю, ничего не знаешь, где кто живет. Вот это я часто вспоминаю, бедный он. А почему не знаешь, говорит, кто здесь живет, кто здесь. Я всех оттуда знаю, я говорю. Он очень любознательный был вообще. Ему все интересно было. Но войну, как он боялся, когда перед призывной, или как называется, когда вот в школе, когда они еще учатся, их проверяют там по-военному. Я говорю, да ура, если война начнется, что ты будешь делать? А он говорит, Хабью пойду. Хабью это за нашим селом километров 7. Там лес один дремучий, все. Туда поеду, говорит, скроешься. А тут, когда началась война, это рассказать? Да. В один прекрасный день мы все хорошо чувствовали. Он работал в школе в Ланархах. Его пригласили туда, как директор школы, строящаяся школа, строили новую школу. Взяли его, он в списке все, это же Куландрах вот здесь недалеко, они все в городе учились, эти дети. Взял из городских школ всех детей, собрал уже, скоро сентябрь начинается, он должен с ними, значит, начинать работать. И вдруг мама говорит, я должна была на какой-то похорон поехать. Мама, я тебя отвезу, но, говорит, я не привезу, я вернусь. Мне надо срочно в военный. Я говорю, повези потом, что такое ехалось? Что говорит, уже приблизились совсем грузины, говорит. О-о-о. Он повез меня, оставил. И в военный городок поехали ребята все, ну, когда уже объявил Каркарашвили, что война началась, да. И там они автоматы достали в военном городке, 6 штук, что ли. Поехали туда уже. И после этого он собрал весь район, вот этот поселок наш, всех
ребят. Их сколько было, не знаю, детей. Ребята молодые совсем были. И поехали на Красный мост. Потом обратно Беширу привезли. Дальше началась война, очень настоящая. Вот как вы видите, вот так. Очень редко, когда он бывал дома. Он женился в 89 году. Вот так, Тайра Азизовна, получается, он в детстве, вы говорили, не смотрел фильмы с жестокими сценами. Жестокий, как Шутил, уже что- там убийство идет, сразу переворачивает стул. Шутил, что уйдет в лес, Да. там будет. А Да. как война началась, он как Он настоящий абхаз. как мы его дома видели. Хоть один раз, оставайся 1-2 дня. Мама, там что-то творится, знаешь. Его назначали там всякими этими, не знаю, как называются. Это в этих газетах есть. То командиром взвода, то вот так, то всяк, не знаю. Вы знаете, как вот вы как абхазская, настоящая абхазская женщина, Ой. мать, сына похвалить лишний раз не стесняется. Ну, вот даже я наблюдаю, да. Некоторые есть люди, они не остановишь их сегодня, особенно своих детей хвалят. А вот кто А он старый как не задал, любил, как он, газета даже есть, даже есть фото где-то есть газета, а он, значит, кокон, да, называется, вот выращивал там в школе. А потом там его наградили там на 120%, что ли, называется, пересдал свой план и так далее. И в газету его нарисовали и так далее. А он как увидел газету, сразу порвал. Я говорю, ты все газеты не порвешь, я говорю, все будут у людей, я говорю, все равно будут. Вот это даже, это когда снимали вот эту вот даже, это порванную газету. Что хочу сказать, он не любил себя показывать. Он один раз только по телевизору показывал, и все. Он всегда скрывался. Тайра Азизовна, почему у нас вот произошла такая перемена противоположная? Вот Алла Масапату диктовали вашему сыну, что это Бхащароб, на себя стеснялся лишний раз смотреть, неловко чувствовал, когда хвалят. А сегодня есть люди, которые не стесняются, наоборот. Абсолютно, если душой. только лишь... Мгм. Ну, не это воспитание делает, но все. Семья, воспитание. Я так думаю. А можно я такой... Ну, не потому, что мы так отлично воспитали, но у нас с здоровым тогда другие люди были. Время? Время, люди. У меня такой вопрос. Я немножко хочу назад уйти и опять вернемся. Вы же сказали такой интересный случай. Вот эта милая девушка, которая у вас дома, ваша племянница. Анчука. А расскажите, как он ее домой привел? Да он поступил в первый курс, по-моему, да? Он на первом курсе учился. Сентябрь приближается. Не приближается уже, время шло. Мама говорит, я у тети попрошу, чтобы Анжела нам дала. Это свою нам сестру, дала. да? А? Он просил Да. свою сестру. Да. У нее, говорит, три девочки, говорит, а у меня ни одной сестры нету, говорит. Пусть она будет моей сестрой. И так сестра, я говорю, она тебя, ну, у нас, чтобы она вырастила, выросла. Я говорю, давай, но ты скажешь, а тетя скажет, нет, ты обидишься на мою сестру, я говорю. Она не скажет, говорит. И смотрю, в один прекрасный соседи иногда говорят, как она со сумкой и в форме, он даже одел там. Специально форму одел парадную. Привел. И так началась у нее, она тоже не опозорила меня, она хорошо училась, хорошо закончила, тоже филологически закончила. Во время войны она почти Ну, училась. вы спрашивали у него, как удалось ему уговорить отдать? Но это его тетя такая мягкая, что он это знал, наверное. Еще две девочки там, говорит, это ей хватит, говорит, кто есть. Упросил. Просил. И все удивились, что она, это такая, не как я, она самая, ее мать мягкая очень, как она смогла, не знаю. А это
по-мальчишески всегда хотел одеваться. Шаровары, маровары и так далее. Стрижка у нее мальчиковая была. Я фотографии покажу, если хочешь. Тера Азизовна, вернемся теперь опять вернемся опять к этим серым темным дням. Вот началась война. Как вы вот каждый раз, когда сын отсутствовал? Ох, я никогда не думала. Люди же мечтают, люди же умеют мечтать о хорошем только. А мне это не бывало. Не только вот во время войны. У меня жили многие наши родственники, многие. Они за рулем, мужа, брат, деревья у меня жили. Они все за рулем выходили, ночью приходили только и так далее. Работали люди. Я всегда старалась в том, чтобы было чисто. Вдруг что, вдруг что. Вот эти мысли у меня всегда. И сейчас тоже такие мысли у меня всегда. Вдруг что. Вдруг что, только плохое? Ну, или конечно, разное? о хорошем я никогда не могла думать. Потому что у нас и случаи бывали такие, что то там трагические эти бывали и так далее, в общем. Что хочу сказать, о чем я говорила? Вот когда он воевал, как вы справлялись? Да. Ну, я думала, все равно, когда его ранили, его дядя вот как ребенок вот так держит, после больницы сюда заходит. Я думаю, слава Богу, хоть уже дома будет. Потом его вылечили, я опять поехал. Опять поехал? Опять поехал. Опять там его назначили, кем не знаю, чем. Дали взвод или как называются они. Он руководил этим. Они должны были форсировать реку Гумста. Он перешел 15-го, 16-го перешли со своими войсками, 35 человек под его руководством были. И первая пуля на него. Но их не давали. Там стольких убили, 120 человек, что ли. Это мартовское наступление. Он был в мартовском наступлении. Да. Не давали, потом у них была готова яма, в эту яму их бросили туда. Ну, их эти солдаты видели, как их на самосвал бросали, их всех на второй день, 16-го, 17-го. А наши не могли туда переходить и так. Оттуда, говорит, соседи его, мол, на самосвал бросили, потом полуживые, полумертвые, полностью мертвые и так далее, в яму. За больницей яма была большая, большую яму они вырыли, эти грузины заранее подготовили. И туда бросили всех, и хлоркой посыпали. Ну и там закрыли. А мы тот вечер, его бедная жена, мы сидим, его отец тоже болел, здесь где-то полулежа сидел. Всю ночь мы сидели. В ту ночь что, не могли уснуть, что-то чувствовали? Ну, знаем, что наступление идет. Да. Мы знали, что в 2 часа ночи не должны были тут, ночь 15 вечера. Самое решающее, вы знаете. 15 на 16. Вот так вот расцвело. Мы все нервничаем, с ума сходим, не знаем как, что, где. Потом мы их привезли раненых в больницу. Это девер мой, его дядя. Там свидетели были, вообще свидетели были, что его убили, знали, но нам не говорили. А дяде они сказали, его дяде, но он нам не сказал. Он никому не сказал, не только нам. Нету, отец с ума сходит, он сахар поднимается, его лечим, этого больного моего тоже лечу, сижу, что делать? Ничем не помогу, ничего не сделаешь. Потом сказали,
что список, оказывается, в тот вечер, они читали вечером или днем, не знаю, список убитых грузины. Они имели в Сухуми, многие слышали, что Бадаур чуть мертвый лежит. Их список не прочли. Но нам не сказали, я как глухая, немая сижу здесь. День, два, 3 месяца, 4 месяца. То говорили, там многих бросили в яму, то говорили, их забрали туда в плен. Так что 7 месяцев мы не знали, где наш. На 7-й месяц разрешение получили, открыли эту яму. И первый день мы его не нашли, не могли вырыть с ямы. На 2-й день поехали, и он лежал там. Привезли, похоронили. Вот так. И отец его через месяц умер. Не выдержал. И на его 40 дней братик умер. Моя бедная невестка, мы с ней, Анжела тогда была в Очимчурах у своих родителей. Они перекачивали везде, всюду ходили, ездили. Потом после войны она приехала, посмотрела на нас с невесточкой, мы сидим. Она говорит, я здесь начинаю работать. Она там начала работать, но в Очимчурах. Я сюда перейду, говорит, она сюда перешла. И до сих пор она здесь. И вышла замуж рядом, чтобы она могла каждый раз заходить сюда. Вот так. Моя невесточка была со мной. Сколько лет Анжела? 15 лет, да? Нет, со мной была 5 лет. Потом она работала в ООНе. Эти, как называются, которые работали? ООНовцы. У них она работала, ООНовцы. Терезина, я вот хочу просто спросить сразу 2 вещи. Правда ли, что вот есть такая поговорка, каждая выпущенная пуля на войне попадает в сердце матери? Мое сердце, не знаю, оно каменное. Каменное у меня. Я так считаю. Но сейчас уже начало барахлить сердце уже. Вот я понимаю, что вы имеете в виду под словом каменное. Вы имеете в виду, оно потеряло свет вот этой жизни. Потому что каменное, вот все соседи вас хвалят, они говорят, вы их радость. Вы каждое утро, они к вам приходят просто, чтобы с ваших рук кофе попить или воду. Но вы имеете в виду, что вот с того дня что-то все, да, что-то остановилось? Ну, конечно. Конечно, но так свое горе каждому рассказывать, каждому пересказать не надо. Это им не надо. Это я из практики тоже знаю. Вот мои братья, там у них у одного брат погиб, говорили, к этому человеку, говорит, не можем подойти. Я говорю, почему? Потому что только о своем брате говорит, только о горе говорит, мы не можем говорить с ним. Что значит? Скрывать надо. Вы еще сидели здесь в начале, когда мы встретились, очень сильно жалели других матерей. Я жалею таких матерей, у которых вообще они совсем потерялись. Что имеете в виду? Потерялись полностью. Нету. Без вести, да, без вести, да. Это хуже, чем знать, что и это настолько ужасно. Вот это меня, наверное, спасает, что его дело здесь. После 7 месяцев, как будто он пришел домой. Что хочу сказать. Я вот этих я знаю, я о них очень думаю. Они очень думаю, что там внутри, о чем только не думаю, что только 7 месяцев, что я не придумывала. А моя невесточка бедная думала, что он живой. Мама говорит, ну, если он пойдет, говорит, нам сказали бы, говорит, он, наверное, где-то живой. Перейдем к вашей невестке. Она преподавала английский. Она закончила английский университет. Она молодая невестка была ваша? Сколько да. они успели прожить? 2 года. Ну, несколько лет, молодожены. 2 года 7 месяцев. 2 года 3 месяца, по-моему. В декабре 89-го года мы ее взяли.
Ну, два года с чем-то. Вот, И детей не было у них. ну, еще не успели, да, завести детей. Ну, черт его знает. Говорили врачи, что будут, но 2 года и 3 месяца или 7 месяцев, точно не помню. Я но сейчас не просто так спрошу, это имеет смысл. У вас были хорошие отношения с невесткой? Прекрасные. То есть вы Мы ее, ссориться не успели. вы ее приняли в семью, правильно? Конечно, мы С хотя открытым её приняли сердцем. очень, с желанием. Я узнала что-то о вас, если это не тактично, но я все равно спрошу, с вашего разрешения, потому что это считается более уникальный случай. Я слышала в детстве про такие похожие случаи, но это редкость. Когда свекровь после гибели или жениха, или мужа, то есть либо потенциальной невестки, либо невестки, уже пришедшей в дом, когда у них хорошие отношения, при этом она дает разрешение выйти второй раз замуж, то есть разрешает не остаться до конца вдовой, а построить свою А судьбу. это тоже скажу. Скажите, пожалуйста. После 5, да, она в Сухуми работала, в Воновце, я сказала, правда? Но ее дом стоит где-то за Чандарским поворотом. Повороты столько, их много, вы не знаете. Но наверху ее дом родной стоит, а она ко мне сюда приезжает. А мать ее, оказывается, один раз сказала: хоть вот ты один раз приехала бы к нам, вам и так весело. Вот такое слово она сказала. Ей вот так, они мне говорили: вам и так весело, говорит, я к себе пойду. Да. Она очень человечная была, она всех любила, уважала, она очень совестливая. И я ее родителям говорю: я вас прошу, я говорю, выдайте замуж, за кого она хочет, как хотите. 15 лет она, ну, у меня она 5 лет жила, но потом ей квартиру, да, в Сухуми не квартиру купили, но там жила. Всегда я к ним тоже ездила, мы ездили, мы виделись, то отец болеет, то мать болеет, мы едем. И я у них прошу все время: выдайте замуж. Я очень хочу, чтобы она имела друга, чтобы я не нервничала за нее. Один раз мы приехали, с Назимом, с Девером поехала. А он говорит: мы, говорит, если вдруг она собирается, говорит, мы ее выдадим с нашего дома, говорит, она наша дочка. И вот так он начал им рассказывать. А отец вышел, начал плакать ее. А на кухне иду я, где ее невестка там готовила, она тоже начала плакать. Я говорю: что вы плачете? Я говорю: что с вами? Егалы. Думал, Лиза вышла замуж. Он говорит: я рада, я спокойно, я буду сказать, я их начала обнимать и так далее. А там мой дивер говорит, что выдадим у себя дома. Это такое совпадение было неприятное. Потом я зачем Назим его зовут? Назим, я говорю: вот Лиза вышла замуж, ты слышишь? И потом он начал меня обнимать. Хорошо, что, говорит, вышла, мы уже спокойны, говорит, за нее. Она за русского вышла, но он с ними работал. И у них дочка родилась. Сейчас девочка в 9 классе учится. Вы ее видели после этого? Она каждое лето приезжает с ней сюда ко мне. Она приходит к вам? Да. Вот в этом году тоже были. Она очень любит аджинчох. Я ей готовлю каждое лето. Я ей готовлю аджинчох. Она так с удовольствием приходит сюда. Ее родители тоже нас видят. Ну, там у нее мать умерла, отец умер, сестра умерла. У них тоже много горя, но меня не оставляют. Можно тогда не по имени, отчеству, а сейчас как чувство скажу: тетя Нора, но ведь это есть богатство настоящее в этом мире. Вот это спасает меня. Мне так кажется, что они все в окружении, что у меня и наш Чандарский, значит, отцовский дом и другой их дом, мой родной дом, так считаю. Они меня так считают. Так что вот это спасает, мне кажется. Последний вот в сегодняшнем интервью хочу задать вопрос. Теперь что хотите, давайте. Как сохранить в себе вот это наше Алама Сапато? Как человечность сохранить в себе? Это человек. Преодолеть все сложности. Это, мне кажется, это с детства должно быть.
мне кажется. Это родство, наследство тоже есть. Мой отец такой был. Сейчас мне что, его хвалю, неудобно, но очень добрый был. Он же той войны, его не взяли на войну, почему-то какая-то рана на ноге была. У него там многие братья погибли на войне. Много у нас было сирот, его двоюродных детей. Сколько то одному дает вино, то одному, третьему кукурузу дает, то молоко кому-то. То без этих детей мы не кушали. Меня посылали, приведите этих детей, они сегодня голодные. Я как ребенок, значит, шла, мы в окружении жили все вместе. Что хочу сказать, наш отец был очень добрый. Вот эта доброта, по-моему, не знаю. А так, если я увижу, после войны же я тоже вот такая была, русские же ходят, просят кушать, мамалыга есть и то, и другое. Если не накормят, я умирала, плакала, с ума сходила. Сейчас на этой войне я не знаю, там голодных я не видела, но вообще про него, когда идет что-то, передача, я и не плачу. Но про моих детей, учеников, или моих подруг, дети, когда я увижу, я с ума схожу. Не знаю, почему это вот так вот бывает. А я с удовольствием смотрю его. Ну, так называю. Смотрю и все. Как будто кого-то чужой. Это, мне кажется, Бог Бог, если есть на свете, если такое дал, Он знает, наверное, как спасти тоже. Не знаю, как помогать. Время такое, что не знаю, чтобы все было хорошо, чтобы мы друг друга понимали не только мы, простой народ, и все главари государств могли жить дружно. Войны, чтобы не было, айбашракалат, абзиракалат, ахоюкшракалат, что такое, знаешь, согласен, чтобы было мир, чтобы войны не было самое главное, чтобы подрастающее поколение могло, как хотят, так жили хорошо. Чтобы и родители тоже, чтобы поумнели, могли хорошо воспитывать своих детей в дружбе, в любви. Спасибо, тетя Нора.